Добрый день, дорогие телезрители! Вот и наступило время для просмотра нашей солнечной и позитивной программы «Куншуах» на телеканале Акжаик. На календаре 22 января, среда. И, как говорят, среда пришла, неделя прошла. Поэтому радуемся, что осталось буквально немного до выходных и наслаждаемся просмотром нашей программы. В ближайшие 50 минут вас ждет приятная музыка, знакомство с интересными гостями и, конечно же, полезная информация. Поэтому оставайтесь с нами, не переключайтесь. Все самое познавательное вас ожидает впереди. Сайда солғындалы жайықтың толқындары сүйген ғашық болған күлген тасып толған көңілі көктемдерде құрбаны көптен сайда солғындалы жайықтың толқындары жастық ай шіркін деп жүрегім үлпілдеп аңсайды солғындалы жайықтың толқындары жаны құрбан әппақ ары нұрда ауадай тілектері сендерді сағынуда арылмадым ай жағаңда ер жеткен жанымды жайықтың толқындары жастық ай шіркін деп жүрегім үлпілдеп аңсайды солғындалы жайықтың толқындары жастық ай шіркін деп жүрегім үлпілдеп аңсайды солғындалы жайықтың толқындары
Добрый день всем тем, кто к нам только подключился. А мы продолжаем нашу информативно-развлекательную программу «Коншуах» на телеканале Акжаик в прямом эфире. Уважаемые телезрители, если у вас появятся вопросы касательно нами обсуждаемой темы, то вы можете задать их, дозвонившись до номера 28 58 69 или отправив свои вопросы и пожелания на номер WhatsApp 837 264 15. Мы будем рады услышать каждого из вас и будьте активнее. Молодежь во многом определяет не только настоящее, но и будущее страны. Молодежь – сила нашего государства, стратегический и кадровый ресурс. Сегодня на молодое поколение делается очень большая ставка, поэтому государством предоставляются для них огромные возможности, о которых мы сегодня с вами поговорим и с нашими гостями, которых я рада представить вам. Сегодня у нас в студии Галым Султанович Турсунбаев, руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Западно-Казахстанской области, председатель Совета по этике. Жамбулат Казевич Даухарин, директор филиала Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области. И Жанар Нурлубаевна Дусказиева, проректор по трудоустройству КЗТУ. Также у нас сегодня в студии присутствует Нурдаулет Ильясович Самет, первый заместитель руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области, и Алия Утимисовна Салиева, руководитель проектного офиса Акжаик Адалдык Аланы. Также я хочу представить наших учеников, слушателей школы Жанат Талап, выпускников вузов: Сабина Каиргалиева, студент выпускного курса КЗТУ, Талгат Бесенов, студент КЗТУ, слушатель школы Жанат Талап, как я отметила, и Асхат Сулейменов, выпускник Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир Хана. Добрый день, дорогие гости! Я рада приветствовать вас в студии телеканала Акжаик. И вот хотела бы для начала отметить, какие мы темы обсудим сегодня у нас. Сегодня мы обсудим антикоррупционные проекты, касающиеся молодежи, то есть проект «Чистая сессия», «Саналы Урпах» и другие также отметим, школу государственной службы Жанат Талап и Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан. Поэтому я хочу сразу же начать с вопроса Галыму Султановичу. Расскажите, пожалуйста, о государственной службе Жанат Талап, школе государственной службы Жанат Талап, и не могли бы вот рассказать об этой школе, о ее особенностях, а также о перспективах, которые ждут выпускников? Огромное спасибо за вопрос. Но в целом, если говорить о системе государственной службы, то на сегодняшний день вот в 448 государственных органов, функционирующих в нашей области, имеется 4296 штатных единиц, да, и фактическая численность государственных служащих составляет 4021 человека на 1 января текущего года. То есть порядка 270 должностей государственной службы на сегодняшний день являются вакантными. И поэтому закономерно то, что руководители государственных органов стараются отобрать на эти вакантные должности людей, именно имеющих достаточное профессиональное образование, активных профессионалов своего дела. И всем руководителям, конечно же, хочется, чтобы эти люди, которых они принимают на работу, имели представление о государственной службе. И именно поэтому зачастую вот студенты вузов остаются не у дел, участвуют в конкурсе, но их не отбирают, потому что у них нет никакого представления, нет, естественно, опыта работы в госорганах и вообще отсутствует представление, что такое государственная служба. И именно поэтому родилась вот эта идея, и надо сказать, что она родилась не вчера, не год, не 2 года назад, а еще в 2000 году, я тогда работал еще в Южно-Казахстанской области, мы предложили идею о кадровом резерве, о молодежном кадровом резерве, и мы отобрали тогда вот выпускников вузов, провели такое обучение и так далее. Нашим опытом заинтересовались другие области и так далее. И в итоге это все как бы переродилось в школу государственной службы. В Западно-Казахстанской области данная работа началась в 2018 году. Первый раз был отбор 30 человек. В прошлом году мы из 100 кандидатов отобрали более 80 человек.
провели теоретическое обучение, и на сегодняшний день мы вот занимаемся тем, чтобы слушатели этой школы прошли обучение, стажировку в государственных органах. По возможности мы будем отслеживать, и по окончании этой школы они получат соответствующие сертификаты. И более того, мы в рамках действующего законодательства будем оказывать содействие в их трудоустройстве в государственных органах. Валым Султанович, а как проходит отбор? Кто может также обучаться в школе? Очень хороший вопрос. Мы отбор объявили во всех 4 высших учебных заведениях нашего областного центра, и все желающие подавали документы, писали мотивационное эссе, и по результатам рассмотрения вот этого эссе мы отобрали вот этих 80 человек. И на следующий год у нас есть еще такие задумки, что мы будем уже, наверное, со студентами, заканчивающими 3-й курс в этом году, уже будем прорабатывать, чтобы к сентябрю они уже определились к выпускному курсу, хотят ли они работать на госслужбе, и мы еще больше людей хотим в эту школу привлечь. Спасибо. И Жамбулат Казевич, вот скажите, вы как лектор, как преподаватель школы Жанат Талап, скажите, вот по каким вот курсам вы преподавали и какие вот предметы входят в обучение учеников школы Жанат Талап? Но если говорить о школе Жанат Талап, то мы должны признаться, что данный проект был инициирован Департаментом государственного управления и филиалом Академии госуправления. На сегодняшний день, если говорить о программе обучения, то я бы сказал, что идет двухсоставная такая программа. Первая часть – это теоретическая база, вторая часть – непосредственно стажировки, о котором говорил Валым Султанович. Первая часть состоит из 2 модулей. Первый модуль – это то, что касается государственного управления, то есть мы готовим студентов, наших учеников данной школы, чтобы они ориентировались, какие могут быть вопросы, какие могут быть направления. И, соответственно, для ведения данного модуля мы приглашаем, скажем, квалифицированных государственных служащих, которые не наяву, а в реальности знают, какие могут быть проблемы или какие могут быть задумки при поступлении. Соответственно, они у нас провели занятия. Это касается первого модуля. Вторая модуль непосредственно у нас была касающаяся именно личностного роста или придания, наращивания каких-либо компетенций. В частности, если говорить о государственном управлении, то у нас существует единая рамка компетенций, и в рамках этой компетенции мы и обучали. Сюда входят, допустим, вопросы добропорядочности, вопросы личностного роста. Также мы разработали новый курс, это парадигма современного государственного управления, это государственного служащего. И в рамках этих программ мы и проводили наши курсы. Наши курсы составляются из 2 форматов. Первая – это теоретическая, и вторая – это практическая часть. На практической части мы пытаемся им воочию, чтобы они почувствовали, как все это нужно реализовывать. Мы даем конкретные инструменты, мы даем конкретные методы, которые они могут использовать не только в своей, допустим, личной жизни, но и также в дальнейшем при построении своей карьеры. А вот по практической части студент выбирает, где он будет проходить стажировку или практику, или руководство? Вы знаете, мы здесь подошли так комплексно, да? Во-первых, необходимо, чтобы студенты проходили стажировку в государственных органах, которые по специализации близки к его будущей профессии. Конечно же, при этом мы учитываем и пожелания самих студентов. Допустим, если студент обучается на юридическом факультете, и он хочет проходить стажировку в гражданском, скажем, госоргане, пожалуйста, мы ему предоставляем эту возможность. Если он хочет проходить ее в правоохранительных органах, то мы и с правоохранительными органами отрабатываем эти вопросы. Даже некоторые студенты, допустим, за пределами нашей области, в Кызылординской, Атырауской, Мангистауской областях будут проходить стажировки. Спасибо. Вот, Жанар Нурлыбаевна, вы как проректор по трудоустройству, конечно же, имеете непосредственную связь со школой Жанат Талап. Не могли бы поделиться, как часто выпускники после университета, после окончания университета идут на государственную службу? Спасибо за вопрос.
Вообще уникальность этой школы в том, что действительно, если раньше, допустим, когда мы в свое время учились, очень многие студенты еще боялись выходить на практику, был такой страх, и ранее, которые были не знакомы с государственной службой, вообще считали ее далеким как бы для себя, был такой страх у студентов, это было ранее. И вот в последнее время действительно с образованием такой школы студенты получили возможность, во-первых, у первых руководителей обучиться, то есть посмотреть действительно, чем дышит сама государственная служба изнутри. То есть проводились у них лекции совершенно разных структур и различные законы, и с различных государственных органов у них преподавались лекции, поэтому они могли действительно государственную службу увидеть повседневно ее в работе, поэтому это было очень полезно для студентов. Вот. И в числе вот эти тренинги, онлайн-практикумы, как стать публичным, как вступать, как тренинги очень были полезны для студентов, я думаю. Студенты стали больше выбирать государственную службу, потому что, во-первых, эта государственная служба стала престижной в том плане, что студент может проходить тест, не боясь каких-либо там своих знаний. Уже на 3-м курсе они изучают эти предметы еще в ходе учебного процесса, а здесь на 4-м курсе они уже заранее изучают те законы, которые потом они будут проходить при тестировании, и у них как бы снижается вот это вот страх, там какая-то может быть неуверенность в том, что смогут ли они поступить на государственную службу. Вот у нас студент присутствует, Бесенов Талгат, он уже в данное время прошел тест на государственную службу, сумел его пройти, уже обучаясь на 4-м курсе. Вот. Поэтому, что касается трудоустройства, действительно сейчас это очень актуальный вопрос, и по линии Министерства образования и науки стоит вопрос трудоустройства, то есть сейчас вводится также рейтинг уже образовательных программ. Он предусмотрен уже Национальной палатой Атамекен, то есть это независимый рейтинг образовательных программ. То есть Национальная палата Атамекен берет, данные из выплатного центра и смотрит, где студент работает, какова у него нынешняя заработная плата. И вы знаете, даже оценивается такой критерий, как время поиска работы. То есть, если студент быстро находит работу, в течение нескольких месяцев после получения диплома, то такой вуз оказывается более престижней. И большим плюсом, большой гордостью для нашего вуза является то, что за 2019 год этот рейтинг проводился 2-й раз. И я думаю, здесь и показатели работы именно государственной службы Жанат Алап, потому что студенты прошлого выпуска мы уже достигли такого процента трудоустройства, как 75%, 89% есть процентов по образовательной программе. У нас есть вычислительная техника, программное обеспечение. Эти специальности у нас находятся в верхних строчках рейтинга. А те вузы, которые находятся в нижней строчке рейтинга, они уже будут в зоне риска. Спасибо, Жанар Нурлыбаевна. А выпускники, которые обучились в этой школе, в школе Жанат Алап, насколько они трудоустроены? Государственной службе. Да, безусловно. Вы знаете, школа очень полезна, потому что по отзыву студентов они смогли трудоустроиться. У нас очень много студентов из Атраусской области, из Мангыстауской области. И как Галам Султанович сказал уже, что новшеством этого года было то, что они будут проходить практику у себя, как говорится, на родине. То есть откуда они приехали к нам в вуз. Вот у нас есть студентка, она проживает вообще в Арале, и она будет проходить практику в аппарате акима города Арал, и очень удобно то, что она
как бы, во-первых, ну, сейчас, сами понимаете, сложность у студентов снимать квартиру лишний раз, а здесь она будет проходить практику у себя на родине, и, может быть, в будущем будет действительно трудоустроена. Школа действительно вызывает большой очень интерес, и я думаю, те знания, которые они получили, они очень полезны, потому что после прохождения школы уже студент как бы нет страха, и он знает, как проходить тест, какие будут вопросы, и он видит эту работу изнутри, то есть он может примерить на себя эту работу уже в ходе как бы своей практики. Спасибо. Знаете, я вот дополню, если в прошлом году 960 человек было по результатам конкурсов принято на государственную службу, то 425 из них, это примерно 45%, это молодые люди до 20 лет. В том числе, конечно же, и выпускники высших учебных заведений. Вот мы сейчас как бы поставили для себя такую планку, что из тех людей, которые закончат школу Жанат Алап, пройдут стажировку именно в государственных органах, хотя бы процентов 30 мы хотим, чтобы они были трудоустроены на государственной службе. И при этом вот пожелание к молодым, да, к молодежи, чтобы они как бы не чурались никакой работы на государственной службе, потому что не всегда бывает возможно трудоустроиться сразу там, главным специалистом, сразу государственным служащим. Там есть и должности технического персонала, да, вот можно начинать и с этих должностей. Я говорю же, вот мы в Чимкенте, когда проводили эту школу, вот парень, который в первом как бы отборе был вот этого кадрового резерва, сейчас работает руководителем областного управления, и при встрече он подошел, поздоровался, говорит: ага, вы, наверное, меня не помните, но я в первом как бы отборе вот этой школы был. Начинал работу именно простым техническим специалистом, программистом в этом госучреждении, и постепенно вырос до... На тот момент он был заместителем руководителя областного управления. Говорит, я сейчас замначальник областного управления. Сейчас он уже руководитель областного управления. То есть все возможно, и все зависит от самого человека. Да, вот вы привели примеры ваших выпускников, но давайте узнаем у самих учеников, у слушателей школы Жанат Алап. Расскажите, пожалуйста, почему вот вы решили обучиться в данной школе, и планируете ли вы дальше работать на государственной службе? Жанат Алап мектебіне қабылдану таңдаған себебім, мен өйткені бұл жерде құзыретті мемлекеттік органдардың білікті мамандары өздерін дәріс жүргізеді, сосын және де өздерінің іс тәжірибелерімен бөліседі. Сол себепті қызықтырды мені, және мемлекеттік тестілеу бағдарламасына сәйкес енгізілген нормативтік құқықтық актілерге байланысты дәрістер жүргізеді. Соған байланысты мен бұл мектепті таңдадым. Где вы планируете проходить практику? Практиканы бұйырса, сол областной прокуратурада өткім келеді. А теперь вот после окончания университета планируете там работать? Да, бұйырса. Хорошо, спасибо, Талгат. Скажет Асхат, вам слово тогда. Изначально я, если честно, я не знал, что существует такая программа, как бы школа. Узнал от своего друга, который также учился. Конечно, я хочу стать госслужащим, служить народу, как бы помогать. Но мы знаем, что вы уже проходите практику, да, молодежную. Где именно? Городском акимате, отдел архитектуры. Там сейчас я прохожу как бы практику. И вот теперь вы планируете остаться там? Да, конечно. Хорошо, спасибо. Успехов вам тогда в работе, на работе. Сабина, вам слово. Здравствуйте. Я решила пройти обучение в этой школе, потому что мне было это интересно. Мне было тогда это нужно. Я считаю, что эта школа — это большая возможность для тех, как сначала было для меня, для тех, кто не знает, как поступить на госслужбу, но при этом у них есть большое желание. Эта школа, она дает также большие возможности. Там обучают
как публично выступать, потому что госслужащий в первую очередь он должен правильно общаться с населением, должен правильно объяснить, как многие сейчас люди, они же не знают своих прав, на что имеют и как, и в этом должен и помогать госслужащий. Ну, я лично хочу в Следственный комитет, сейчас я получила направление в ДВД. Это престижная работа и постоянный карьерный рост, повышение квалификации. Тогда пожелаем вам удачи. Мы очень Спасибо. надеемся, что у вас будет очень хорошая и удачная карьерная лестница. И здесь у нас вопрос от телезрителя. Я бы хотела зачитать. Здравствуйте. Спасибо большое, что пригласили таких людей. Как стать учеником Жанат Алап? Мне кажется, здесь, скорее всего, и не студентов, наверное, даже и тех людей, которые уже работают, интересуют. Вы знаете, мы таких жестких ограничений не ставим. Конечно же, в первую очередь мы стараемся отбирать студентов, но вот в этом году мы также приняли в эту школу выпускников прошлых лет, ну, конечно же, молодежь, но выпускников прошлых лет, которые хотели бы работать на государственной службе, и они также проходят обучение на базе вот одного из вузов. То есть они могут работать, они, конечно же, могут, и проходить да, обучение. если они хотят пройти обучение, то мы в сентябре будем текущего года объявлять набор, и если есть желание, набор мы будем объявлять и в средствах массовой информации, на своих аккаунтах в социальных сетях. И если есть желание, пусть подходят, пусть подают документы, посмотрим, если отберется, то будем обучать. Ага, спасибо большое. Но я сейчас предлагаю сделать музыкальную паузу и послушать музыкальную композицию. Дорогие телезрители, вашему вниманию музыкальная композиция. А далее мы продолжим нашу программу. Қыдыр түнмеген жарына қосып білемен қолына ғұмыр тілеген арналды саған бұл өлең суыңды біреу айтады мұңды біреу айтады бақ дәулет іздеп келгендер бақытты болып қайтады бабадан қалған бақ мекен бақана жердің байтағы Құрын теңіз тіреген құмынан байлық көреген дидарын көріп біледен қыздары құстай түлеген суыңды біреу айтады мұңды біреу айтады бақ дәулет іздеп келгендер бақытты болып қайтады бабадан қалған бақ мекен бақана жердің байтағы бабадан қалған бақ мекен бақана жердің байтағы Өзіңсіз көңіл жүдеген арнаймын саған мың өлең тағдырдың тисе таңдауы тек сен деп өмір сүререм суыңды біреу айтады мұңды біреу айтады бақ дәулет іздеп келгендер бақытты болып қайтады
бабадан қалған бақ мекен, бақан ашырдың байтағы. Суыңды біреу айтады, нуыңды біреу айтады, бақ дәулет іздеп келгендер бақытты болып қайтады. Бабадан қалған бақ мекен, бақан ашырдың байтағы. Бабадан қалған бақ мекен, бақан ашырдың байтағы. Дорогие телезрители, а мы продолжаем нашу информативно-развлекательную программу «Коншуак» на телеканале Акжаик в прямом эфире. Дорогие телезрители, я вам еще раз напоминаю, что вы можете присоединиться к нашей беседе, дозвонившись до номера 28 58 69 или отправив свои вопросы на номер WhatsApp 837 264 15. Только что вот гости отметили, что в обучении в школе, в обучении учащихся обращается внимание не только на учебную часть, но и на воспитательную часть, то есть воспитание добропорядочности, честности. И у меня вот вопрос, Нурдаулет Ильясович, не могли бы вот остановиться на работе добровольных школьных клубов Адал Урпак, направленных на формирование антикоррупционных культуры именно в школах и вообще среди молодежи? Микрофон возьмите, пожалуйста. Расскажу, у нас еще агентство по делам госслужбы, работа по воспитанию детей и развитию в них принципов добропорядочности, антикоррупционной культуры еще проводилась еще ранее. В настоящее время эту работу продолжает агентство по противодействию коррупции. Стоит отметить, что наверное, сейчас у многих антикоррупционная служба ассоциируется как орган, который занимается уголовным преследованием. На самом деле сейчас почти половина наших административных ресурсов уходит на превенцию коррупции. И значительную часть в этой работе занимает работа с молодежью. Вы правильно подметили в начале программы, что действительно ставка ставится на молодежь. Именно молодежь является будущим нашей страны. Как мы это делаем? Мы делаем это путем создания различных проектных офисов, проектов, таких как Адал Урпак, есть Санал Урпак, школа добропорядочности. И у многих, возможно, возникает вопрос, зачем столько проектов? К примеру, есть проектный офис Адал Урпак, который в основном осуществляет свою работу именно на уровне школ среднего образования. Санал Урпак – это уже в высших учебных заведениях. Теперь, во-первых, основной задачей проектного офиса Адал Урпак является создание условий для школьников получить правильную, объективную информацию о действующей антикоррупционной политике, быть более материалы, которые они могут руководствоваться и получить знания о том, что коррупция, так скажем так, плохо, правильно? И основное направление – это воспитание и формирование у них антикоррупционной культуры и нулевой терпимости коррупции. Аналогичная работа проводится в высших учебных заведениях. Это Санал Урпак. Но она немного отличается. Там работа проводится более серьезнее. Это не только формирование антикоррупционной культуры среди студентов, но и создание условий для них для получения качественного образования.
К примеру, проектный офис Санал-Урпах продвигает такую идею, как создание сервисных центров в высших учебных заведениях. Я уже знаю, в городе Уральске, в университете Джангирхана уже есть такой сервисный центр, который предоставляет возможность для студентов получать уже государственные услуги, не выходя за пределы университета. Это некоторые услуги центров обслуживания населения, к примеру, как получение ЭЦП, получение различных справок. Вот такие проектные офисы сейчас существуют в университете Джангирхана и Мухаммеда Утемисова. А вот, Нурдулет Ильясович, не могли бы рассказать о проекте «Таза-сессия», чистая сессия, которая действует в учебных заведениях высших или средних? Таза-сессия, чистая сессия – это акция, которая на самом деле инициатором данной акции является партия Нур Отан в лице Жас Отан. Мы совместно с ними сейчас эту акцию, мы тоже включились в эту акцию. Также продвигаем идею добропорядочности и академической честности среди студентов. Это очень важно, потому что именно если студент получает честным путем свое образование, тем больше он будет ценить его уже в работе своей. Работа чистой сессии, данной акции также олицетворена также в работе специальных мониторинговых групп, когда они участвуют, к примеру, в мониторинге различных, например, единого национального тестирования, тестирование, когда при поступлении в магистратуру, докторантуру. Вот недавно только проводили единое национальное тестирование, где эти как раз таки общественники контролировали ход, к примеру, прохождения через барьеры студентов, где факты проноса телефонов и различных шпаргалок были пресечены. Спасибо. И вот как раз-таки у меня тогда вопрос, Алия Утемисовна, не могли бы сказать, с какими молодежными организациями сотрудничает проектный офис Акжайык Адалдык Каланы? И какие вы работы проводите в этом направлении? Да, конечно, да, спасибо за вопрос. Хочу сказать, что Акжайык Адалдык Каланы, это мы как проектный офис, он стремится к тому, чтобы в нашей области было все честно, не было добропорядочности, и это все делается для молодежи, чтобы наша молодежь могла жить и работать, растить своих детей именно в обществе честном, добропорядочном и без взяток. Поэтому основной у нас помощники, основные наши так будем сказать, сотрудники и члены нашего, так скажем, вот этого большого общенационального движения являются в первую очередь молодежь. Конечно, сейчас вот Нурдулет Ильясович много сказал, отметил, что это и Жас Отан, и Нур Отан, и другие партии, и просто молодые люди, мы вас приглашаем на наше заседание проектных офисов. Там вот, наверное, практически все наши, если брать все наши встречи, то 90% это связано с обращением молодых людей, решением именно молодых людей, это может быть и общественника, это может быть просто молодой человек пришел узнать те или иные свои права, либо, значит, обращение, жалоба именно на действие или бездействие государственных органов. Поэтому я бы хотел сказать, что Акжайык Адалдык Каланы, он в основном это больше молодежный проектный офис, чем будем говорить, что там в основном у нас работает именно и сотрудничает именно с молодежью. Мы, конечно, участвуем активно и вот во всех вот этих проектных офисах, и которых сейчас было названы, но я хотел бы сказать, что наша цель основная – это искоренение бытовой коррупции. И именно вот когда было связано именно с молодежью, Адал-сессия, и мы встречались с молодежью и в летних лагерях, где они там отдыхали, и в вузах, и объясняли им, что вот не только, допустим, кто-то берет взятку, да, но и давать это тоже является преступлением. И мы со всех сторон и с преподавателем работали, и с молодежью работали о том, чтобы не давать и не брать не то что взяток, денежного варианта, но вообще подарки какие-то. Поэтому это было в основном направлено, я бы хотел сказать, что у нас больше половины всех нашей работы связана с молодежью и именно для молодежи в основном.
Спасибо. Вот скажите, пожалуйста, насколько молодежь активна при борьбе с коррупцией? Я бы сказала, что вот, знаете, первый раз, когда я тоже пошла в молодежную аудиторию, я-то как-то вот немножко переживала о том, какая будет реакция. Потому что, знаете, она уже новое поколение, и оно, может быть, немножко уже наслышано о том, что вот как бы в нашем обществе это принято. Преподносить подарки, какие-то там давать, брать. Но я хочу сказать, что наша молодежь вот решительно, вот, с кем бы я ни встречалась, где бы я ни встречалась, она в первую очередь против. Им уже хочется, знаете, честно учиться и потом честно пойти и, допустим, устроиться на работу или же честно вести бизнес. Мне кажется, ни одному молодому человеку не хотелось бы жить, вот, где есть такие проблемы, связанные с коррупцией. Поэтому я думаю, что в этом деле именно молодежь заставляет нас, которые людей постарше, заставляет общество двигаться в направлении по искоренению именно бытовой коррупции. Потому что сейчас мы же видим, что и даже мне ребята говорили о том, что я вот хорошо учусь, я посещаю занятия, и я получаю те же оценки, что тот, который не приходит. И потом ему, молодому человеку, также неприятно, что тот человек, который не учился, как положено, он устраивается на работу. И вот теряется вот эта социальная справедливость. Поэтому я думаю, что именно молодежь в первую очередь в авангарде вот той борьбы с бытовой коррупцией, которая у нас еще пока есть в системе образования в первую очередь. Да, конечно, Александр Ильич. Я пользуюсь моментом, хотел бы развеять определенные сомнения в работе по противодействию коррупции, именно, к примеру, в школах. Многих интересует вопрос, почему запрещают ученикам школ, их родителям дарить подарки учителям, преподавателям. Ведь это уже обыденные вещи, то есть это постоянно было, это как традиция. Все-таки следует отметить, что действительно, что не все ученики в классе, к примеру, имеют возможность дарить подарки. Не все родители имеют такую возможность. И не все родители могут додуматься или подарить подарок, правильно? То есть таким образом, если из 20 учеников 5 учеников, родители 5 учеников дарят подарок учителю, то здесь волей-неволей у учителя, возможно, создается какое-то предпочтение именно для этих 5 учеников. В данном случае те остальные 15 учеников волей-неволей остаются вне этого предпочтения и могут быть подвергнуты необъективному рассмотрению их работе и их обучению. В этой связи мы, как уполномоченный орган в сфере противодействия коррупции, мы также тоже продвигаем идею того, что не стоит дарить подарки учителям, потому что за это учителя получают свою зарплату. Эти же ученики не являются ихними родственниками или друзьями. Кроме того, мы облагораживаем наших учеников от того, что, даря подарок учителю, то есть они могут понимать, что если подарить подарок, значит им будет уделено больше внимания. Или, может, они могут получить в дальнейшем хорошие оценки. В этой связи мы ставим заслон именно этому явлению. Спасибо. Я еще хотела отметить, что, Антон Ильясович, что у молодежи в возрасте молодом, да, мы все же были молодыми, именно обостренность чувства справедливости, можно сказать, юношеский максимализм. И они более остро чувствуют эти моменты, да? Если ты с возрастом где-то что-то уже философски начинаешь обо всем думать, то у молодежи есть вот это чувство нулевой терпимости вот к таким моментам. Поэтому, конечно, вот эту молодежную энергию, желание мы просто приветствуем и стараемся, и не то, что стараемся, а в повседневной работе используем даже вот их энергию могучую в наших реализации наших многих проектов именно по искоренению бытовой коррупции. Поэтому тоже нельзя это не отмечать, что юношеский максимализм – это естественный процесс. И он нам помогает в данном случае в работе. Спасибо. Вот вы, Алия Тимисовна, начали с пожелания. Я бы хотела то, что наши гости, старшее поколение, дали свои советы и пожелания нашим телезрителям, нашей молодежи в направлении государственной службы, как им работать, как им делать карьеру. Вот ваши пожелания, вам слово.
Нурдавлет Ильясович, или кто начнет? В первую очередь, я всегда об этом говорил, на государственную службу должны приходить люди, несомненно, обладающие высоким профессионализмом, да, хорошим образованием, активные, но во главу угла я всегда ставил вопрос о том, что на госслужбу должен приходить человек, у которого есть чувство патриотизма. Недобропорядочный человек, взяточник, коррупционер, он априори не может быть патриотом, на мой взгляд. Потому что какой ты патриот, если ты берешь взятки у своих же там, соотечественных, своих же коллег и так далее. Поэтому человек, приходя на государственную службу, он должен понимать, что он на острие внимания общества, и любое его противоправное деяние будет ассоциироваться не только с ним лично, но и в целом с системой государственной службы. Поэтому пожелание к молодежи, что вот мы говорим о добропорядочности, парасаттылық, сыбайлас жемқорлыққа нөлдік төзімдік, да, вот это все, это не просто слова, а это веление времени. На государственную службу должны приходить вот такие люди. Спасибо. Жамбулат Казевич. Я поддерживаю предыдущего автора. Действительно, да, действительно, то, что говорили, это очень важно. Со своей стороны я бы хотел добавить, что каждый молодой человек не должен прекращать свое развитие. Я бы здесь вспомнил слова первого президента, который сказал, личным кредо каждого казахстанца должно стать обучение через всю жизнь. То есть в молодые годы мы должны затачивать пилу, и, соответственно, это имеет в виду, что мы должны больше читать, мы должны развиваться, мы должны развивать новые навыки, потому что в будущем уже будут иные требования. И чтобы не остаться на обочине, мы должны быть в курсе всего, что происходит. Спасибо. Жамбулат Казевич. Жанар Нурлыбаевна, вам слово. Так, молодому поколению хочется пожелать действительно, чтобы использовали те возможности, которые дает школа молодого государственного служащего. Это действительно уникальная возможность. И чтобы всегда действительно знали, что, как говорил еще и Елбасы, наш первый президент, что каждый представитель государственной службы, это каждый из них, он несет в отдельности, он является представителем самого президента. То есть, если вы выберете государственную службу, чтобы вы помнили, что именно от ваших действий, от вашей повседневной работы с населением зависит от того, как вас будет воспринимать в целом как государство. Спасибо, Нурдавлет Ильясович. Я поддерживаю пожелания Жамбулата Казевича в части того, что молодежи нужно все-таки не только получить высшее образование, но действительно нужно развиваться самим. Это не только развитие в той отрасли, в которой вы работаете или учились, но и приобретать новые навыки. К примеру, очень важно получить навыки, к примеру, обучиться другому языку, пользоваться какими-то техническими средствами. К примеру, вот молодой человек работает в управлении архитектуры. Почему бы вам не записаться, к примеру, я говорю, не записаться на курсы по компьютерному проектированию архитектуры? К примеру, это очень важно для вас, потому что именно благодаря этим новым навыкам, которые вы имеете, вас будут ценить завтра. И любые трудности, которые у вас будут перед вами встречаться, вам будет легче их преодолевать. Вот. Спасибо большое. Дорогие гости, к сожалению, наше эфирное время подходит к своему завершению. Спасибо вам огромное за участие в нашей программе, за такую информативную беседу. Хочу пожелать процветания школе государственных служащих Жанат Талап, чтобы было побольше таких ответственных, трудолюбивых и патриотов, учащихся. Также хочу пожелать нашим участникам, слушателям успехов в работе, чтобы мы увидели вас на высоте. И, дорогие гости, всем хочу пожелать всего самого наилучшего, счастья и, конечно же, отличного настроения. Дорогие телезрители, спасибо вам, что были с нами. А с вами была программа «Коншулах». Желаю вам позитива и отличного настроения на весь день. До новых встреч и до свидания.